В эфире игра «Ума палата». Место, где задаются вопросы на эрудицию и где с помощью ума можно заработать деньги. На вопросы необходимо отвечать быстро, ведь у нас работает правило «время – деньги» в буквальном смысле этого слова. Насколько быстрыми и удачливыми окажутся наши игроки, узнаем прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Колесов Николай, ученик 10 класса, школа номер 30. Дичковская Александра, ученица 11 класса, школа номер 5. Александра, рассматриваете ли вы приход на нашу игру как способ заработать 100 тысяч рублей? Мне кажется, что это больше такое развлекательное место, но выиграть деньги тоже хотелось бы. Считаете ли вы себя эрудированным человеком? Хотелось бы считать. А удачливым? Не очень. Николай, как учитесь в школе? На 4,5. В какой области знания чувствуете себя особенно уверенно? История. А еще? Ну, может, еще география. Кто учитель по истории? Вероника Ивановна. Видимо, ваш любимый учитель. Можно сказать так. Можно сказать так. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы побороться за главный приз 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, начинайте. Николай, вы получили преимущественное право ответа в первом раунде. А пока что верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Николай. Итак, первый раунд. Николай – древний римский бог, имевший 2 лица. Геродот. Янус. Александра, что получится, если соединить медь и олово? Свинец. Бронза. Николай, про какое животное европейцы говорили, что оно имеет 2 хвоста? Ящерица. Слон. Александра, с чего начинается хоровая песня? С запения. Верно, с запевом. Николай, в какой части организма нет у акулы? Не знаю. Плавательный пузырь. Александра, эта вещь, предмет интерьера, часто является элементом национального костюма шотландцев. О чем идет речь? Килт? Плед. Николай, именно этот вид транспорта встречал Ленина на территории финляндского вокзала. Какой? Броневик. Верно. Александра, с помощью чего мы можем закрыть створки окна? Шторы. Шпингалет. Николай, согласно Винни-Пуху, главное вовремя. Поесть. Верно. Подкрепиться. Александра, дополните строчки. Казачья доля, конь и... Воля. Верно. Николай, как называется священная гора, место пребывания богов во главе с Зевсом с греческой мифологии? Олимп. Верно. Александр, самая распространенная среди моряков одежда? Матроска. Тельняшка. Николай, назовите фильм Захарова про графа Калиостро. Не знаю. Формула любви. Александра, чем в избу не принесешь воды? Корзиной. Вы решите. Николай, какое мясо не едят евреи? Свинина. Верно. Александр, изучением чего занимается селенолог? Не знаю. Луны. Николай, что такое Измир? Древнегреческий миф. Город в Турции. Александр, где стоят тренеры по биатлону во время соревнования? Возле судейского стола. Биржа. Время вышло. Всего за первый раунд я задал вам 18 вопросов. При этом Александра дала 2 правильных ответа, а Николай 4. Александра, почему так мало? Растерялась. Ваш любимый школьный предмет? Я, по-моему, не задавал этот вопрос. Литература. Похвально. А не любимый? Химия. Химия. Вы истинный гуманитарий. Поэтому, видимо, действительно запутались в химических элементах. Какое любимое произведение? Мы, Евгений Заметин. Здорово. Это программа 11 класса. Николай,
А ваш нелюбимый предмет? Математика. Принято. Вот он, переломный момент. Николай, вы получили преимущество. Вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Переход хода во втором раунде, который длится 2 минуты, осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, всегда дающий правильные ответы, не оставляет оппоненту шанса для того, чтобы ответить на вопрос. Николай, как звали хозяина ситхи-бурки? Пас. Иванушка Дурачок. Александр, вид парашютного спорта. К ногам спортсмена прикреплена специальная воздушная доска для выполнения акробатических элементов. Это? Аэроплан. Скайсерфинг. Николай, назовите имя первых русских святых. Николай Чудотворец. Борис и Глеб. Александра, оно имеет 8 ног, 3 сердца и 9 мозгов. Кто это? Осьминог. Верно. Александра, сколько сказок написал Пушкин? 12. 5. Николай, огромная глыба льда в океане. Это? Айсберг. Верно. Николай, огромные волны в океане, рождающиеся над эпицентром землетрясения, называются? Цунами. Верно. Николай, назовите имя русского человека, который в Голландии очень полюбил коньки и первым придумал прибивать их к подошвам сапог. Петр Первый. Верно. Николай, как называется жилище чукчей? Юрта. Яранга. Александра, спуск на спортивных санях по желобу. Это? Лыжи. Бобслей. Николай, как называется извилистая дорога в горах? Пас. Серпантин. Александра, сколько в России часовых поясов? 8. 11. Николай, на каком континенте нет рек? Австралия. В Антарктиде. Александра, автор сказки «Приключения Буратино». Чуковский. Алексей Толстой. Николай, прибор для определения сторон горизонта. Пас. Компас. Александра, какое дикое животное в сказке помогало добывать драгоценные камни и золото? Антилопа. Белка. Николай, что соединяет Тихий океан и Атлантический? Проливы. Панамский канал. Александра, кто такие каннибалы? Люди, которые едят себе подобных. Верно. Николай, какой день считается? Александра, какой день считается первым днем года во введении Петром Первым нового календаря? 12 декабря. 1 сентября. Время вышло. Прям вы такой пас, несколько подряд правильных, а потом просто ошибаюсь, то в одной из сказок Пушкина. Конечно. Там. Да, у белка, которая... И белка добывала, а антилопа, она все-таки там... Антилопа она сама использовала, делала. в том числе Да, мозгу. там жадный. Хорошо. Суп. Второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. За время второго раунда я задал вам 19 вопросов. При этом Александра дала 2 правильных ответа, а Николай 3. Это означает, что именно Николай проходит на следующий этап. Александра, с вами будем прощаться. Однако мне хочется все-таки спросить, мне действительно интересно, что помешало вам давать правильные ответы. Мне кажется, что все-таки на некоторые вы знали ответ. Ну, действительно, очень сложно быстро думать. Скорость вопроса. А кроме этого еще? Могли бы вы назвать еще какие-то факторы? Возможно. Ну, время очень ограниченное, поэтому надо как-то быстро идти. Поэтому да. Да, умение быстро реагировать на обстоятельства жизни – это действительно важное умение. Учитесь ему. Что-то хотите сказать на прощание телезрителям или что-то пожелать Николаю? Спасибо за участие. И я была рада здесь побывать. Все. Спасибо вам за игру. До свидания. До свидания. Николай, вы сказали, что вы ценитель курса отечественной истории. Какие периоды вам особенно нравятся? Чем они вас увлекают, интересуют? И вообще, откуда появился этот интерес к истории? Прилив интереса к истории у меня появился лет ближе к 10-12, когда мне отец начал рассказывать истории военных лет, показывать различные передачи военные. Вот. Особо нравятся мне эпизоды. Это правление Екатерины II, советское время и, конечно же, настоящее. Николай, это похвально. И похвально не только то, что вы тянетесь к этим знаниям, но и то, что ваш отец способствует этому напрямую, да, чтобы вы тянулись к знаниям. Поэтому браво! Не сдавайтесь, идите дальше на этом поприще. История действительно увлекательнейшая из наук. Николай, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» – это 100 000 рублей.
Николай, что было создано благодаря плесени? Пенициллин. Верно. Как называется партнер по танцам? Пас. Кавалер. Известный код из матрицы на самом деле обозначает рецепт. Пас. Суши. Что добавляют в щи по старым русским рецептам? Квашеную капусту. Простокваша. С кем хочет потанцевать девушка в известной советской песне? Младшим лейтенантом. Верно. Как звали маму Македонского? Мария. Олимпиада. Чем известен Герострат? Пас. Сжег храм Артемиды Эфесской. Миниатюрная копия Грейхаунда – это? Пас. Либретка. Какой танец считается самым страстным? Вальс. Танго. Когда отмечают Старый Новый год? 14 января. Верно. Как назывался особый головной убор, который носили фараоны в Древнем Египте? Пас. Немес Клафт. У какого животного самые большие глаза относительно тела? Пас. У долгопята. Как называли строителя в старину? Плотник. Зодчий. Время вышло. Итак, за время третьего раунда я задал вам 13 вопросов, при этом вы дали 3 правильных ответа. Этого, разумеется, не хватает для того, чтобы перейти на следующий этап. Мы будем с вами прощаться. Что-то хотите сказать на прощание? Я был рад поучаствовать в таком деле. Это мой первый опыт. И хотелось бы всем будущим участникам пожелать удачи и прокачивайте эрудицию. Прекрасный совет, прекрасная рекомендация на прощание. Однако вынужден произнести эту печальную фразу. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, и поэтому покидаете нашу игру. Она была неплоха. Спасибо. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». Что ж, эрудиция и удача сегодня подвели наших игроков. Как сложится игра для следующих, узнаем прямо сейчас. Это игра «Ума палата». Игра, которая развивает быстроту ума и умение сохранять самообладание, а также учит достойно проигрывать. Надеюсь, следующие игроки окажутся именно таковыми. Игроки, представьтесь. Третьяков Аян, студент Якутского сельскохозяйственного техникума. Манкуев Ардем, ученик 9 Б Якутского городского лицея. Аян, за кадром вы сообщили, что вы командный игрок. Да, Вы боитесь играть в одиночку? в каком-то плане, да. Как вы расцениваете свои шансы сегодня, тогда, когда вы один? 50 на 50. Ну, это опыт все-таки. Учимся, взрослеем. Как говорится, век живи, век учись. Верно. Эрдем, мы хвалим вас за смелость вступить в неравный бой со студентом. Как вы оцениваете свои шансы против Аяна? 30 на 70. 30 в вашу пользу или в пользу соперника? 30 мне, 70 ему. Мгм. Почему? Потому что он больше учил? Да. Потому что он старше. Ну, понятно. В школе какой предмет ваш любимый? Информатика. Мгм. А какие предметы вам не нравятся? Не знаю даже. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах. А пока что перед вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в 1 раунде. Игроки, приступайте. Эрдем, вы будете отвечать первым на вопросы 1 раунда. Верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Эрдем. Эрдем, как называется картина, где изображена природа? Пейзаж. Верно. Аян, кому в помещении разрешается находиться в шляпе? В шляпе. Больным? Женщине. Эрдем, чем заканчивается день и ночь? Рассветом и закатом. Мягким знаком. Аян, сколько букв в русском языке? 36. 33. Эрдем, как звали русского богатыря из города Мурома?
Илья Муромец. Илья, верно. Аян, как звали няню Александра Пушкина? Александра. Арина Родионовна, Эрдем, кто бывает сиамским и сибирским? Близнецы. Кошки. Аян, кто съел кузнечика в детской песне? Кузя. Лягушка. Эрдем, грамматическая основа предложения. Сказуемое, подлежащее. Верно. Аян, кожаный, утиный, серебряный. Где ошибка? В каких прилагательных пишется двойная «н»? Серебряный. Везде пишется одна «н». Эрдем, чем встречал случайных гостей соловей-разбойник? Свистом. Верно. Аян, что за плутовка обманула ворону из знаменитой басни Крылова? Жук. Лиса. Эрдем, от кого получил смерть князь Олег? Ну и от коня, и от змеи. Верно. Аян, кто послал вороне кусочек сыра? Лиса. Бог. Эрдем, какое окончание состоит из первой и последней букв алфавита? А-я. Это правильный ответ. Время вышло. Первый раунд завершен. И общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. За первый раунд я задал вам 15 вопросов. При этом Аян дал 0 правильных ответов, а Эрдем 6. Аян, почему 0 ответов? Что вам мешает для того, чтобы давать правильные ответы? Ну, как говорил я раньше, это опыт все-таки. В первый раз все-таки здесь. Ну и хочется Эрдема поддержать как-нибудь. Ага, хорошо. Ну, нехило вы поддерживаете Эрдема тем, что решаете везде давать неправильные ответы сознательно. Ну, знаете, я не особо силен в литературе, в принципе. А в каких предметных областях вы сильны? Какие вопросы мне стоит вам задавать? Такие предметы, как обществознание, география, и история, в принципе. Обществознание, география и история. Да. Хорошо. Будем надеяться, Не что так идеально. эти вопросы вам будут попадаться. Эрдем, было неплохо. 6 правильных ответов, учитывая, что вы в конкуренции со студентом, который учился не только в 9, но и учился еще и дальше. Что вам позволило дать 6 правильных ответов? Это неплохо. Ну, скорее всего, спасибо ему за поддержку. Так. И большинство вопросов показались мне легкими. Ну хорошо. Итак, Эрдем, вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Переход хода в следующем раунде, который длится 2 минуты, осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, всегда дающий правильные ответы, не оставляет оппоненту возможности ответить на вопросы. Эрдем, как называется стихотворение Сергея Михалкова, где главный герой очень высокого роста? Дядя... Дядя Вася. Дядя Степа. Да. Аян, какие яблоки растут в сказочном лесу? Золотые. Молодильные. Эрдем, как звали собаку немого Герасима? Правильно. Эрдем, кто написал басню «Лебедь, рак и щука»? Крылов. Верно. Эрдем, какое слово выкладывал Кай в сказке «Снежная королева»? Я не помню. Слово «вечность». Аян, автор сказки «Царевна-лягушка». Пушкин. Русская народная. Эрдем, сколько материков на планете? 6 материков. Верно. Эрдем, самое большое озеро мира? Байкал. Каспийское. Аян, как называется денежная единица Великобритании? Фунты. Верно. Аян, на Северном полюсе живут пингвины или белые медведи? В Антарктиде живут пингвины. Это неправильный ответ. Эрдем, самая большая пустыня земного шара? Сахара. Антарктическая. Аян, 1 век – это сколько лет? 100. Верно. Аян, как назвали правителя Египта в древности? Фараон. Верно. Аян, что изображено на гербе России? Орел. Двухглавый. Верно. Аян, назовите цвета на флаге Российской Федерации поочередно. Красный,
Подожди, нет. Красный, синий, белый. Верно. Аян, горы, которые разделяют Евразию и Европу на Европу и Азию. Уральский. Верно. Аян, материк, на котором можно встретить кенгуру. Австралия. Верно. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За время второго раунда я задал вам 17 вопросов. При этом Эрдем дал 3 правильных ответа, а Аян 7. Эрдем, на сей раз удача явно не на вашей стороне. Явно. Но меня порадовала ваша реакция. Я следил за ней, когда вопрос коснулся самого большого озера в мире, и вы гордо ответили, что это Байкал. Хотя на самом деле это Каспийское море. А какой рекорд принадлежит Байкалу? Это самое Глубокое. глубокое, абсолютно верно. Почему вдруг такая радость при упоминании Байкала? Потому что я бурят. А, Да. вы оттуда. Да. Мгм. Ваши родные Ну. места. По результатам второго раунда в следующий раунд проходит именно Аян. А с вами, Эрдем, мы будем сейчас прощаться. Вы хотите что-то сказать на прощание? Может, передать кому-то приветы? Я рад, что поучаствовал здесь. Ну, что ж, не получилось. Когда-нибудь в другой раз. Обязательно в другой раз. Мне нравится, что вы сохраняете позитивный настрой, потому что у вас все впереди. Спасибо за игру, она была прекрасна. Особенно первый раунд. До свидания. Аян, Да. в первом раунде 0 правильных ответов, во втором аж целых 7. Как так получилось? Вы подсобрались, настроились, или почему такая вдруг смена, или вы просто решили больше не поддерживать Эрдема? Это случайно вышло. На вопросе с Уральскими горами я задумался, помочь ли ему или нет. Ну, думал, что он догонит по вопросам, и ответил правильно. Но стоит заметить, что действительно во втором раунде вам попадались вопросы из истории, из географии, ваши любимые, в которых вы сильны. Надеюсь, вы проявите себя не хуже в третьем раунде. А пока что ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, то у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» – это 100 000 рублей. Аян, какое женское имя происходит от латинского слова «морской»? Мария. Марина. Какая река протекает в Нюрбе? Вилюйская. Вилюй. Аян, на купюру какого номинала изображен Архангельск? 5000. 500 рублей. Что изображено на гербе Якутии? Так, она из Ленского столбов. Нет, там всадник со знаменем. Ты – это личное или возвратное местоимение? Личная. Верно. Какие цвета используются в гжельской росписи? Черный. Белый, синий и голубой. У кого больше волосяных фолликулов? У блондинов или у брюнетов? Без разницы. У блондинов. Каким промыслом занимаются поморы? Здесь я не могу ответить. Ловят рыбу. Первый человек, согласно Библии. Адам и Ева. Адам. Это правильный ответ, время вышло. Аян, игра для вас завершена. Со следующим результатом всего за третий раунд я задал вам 9 вопросов, вы дали 3 правильных ответа. Я засчитал ответ Вилюйский, хотя правильный ответ, конечно же, река Вилюй протекает в Нюрбе. А из какого улуса вы родом? Нет, я сам горный, но почти все улусы, что ли, объездил. А были ли вы в Нюрбе? Да, конечно. Каждое лето туда езжу. Каждое лето, да. И тут-то действительно можно было вспомнить. Ну что же, Аян, в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, поэтому покидаете нашу игру. Спасибо за нее. До свидания. Это игра «Ума Палата». И вновь денежный приз остался у меня. Может быть, следующие игроки созданы для победы. Узнаем через неделю.